Подкасты на тему трудовых отношений. Практические рекомендации по обеспечению безопасности труда в период пандемии. В конце 2019 года мир столкнулся с новым вирусом, который начал стремительно размножаться и в короткие сроки появился в разных уголках нашей планеты. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала COVID-19 пандемией. Пандемия коронавируса – это самый масштабный кризис со времен Второй мировой войны, продолжает серьезно влиять на системы здравоохранения и беспрецедентным образом дестабилизировать экономику и рынки труда. Но самые главные ценности – это здоровье и жизнь людей. В целях снижения риска заражения коронавирусной инфекцией очень важны меры безопасности и профилактики со стороны работников и работодателей. В целях снижения рисков дальнейшего распространения коронавирусной инфекции постановлением правительства Кыргызской Республики от 11 мая 2020 года номер 244 о дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 были утверждены временные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы по недопущению распространения COVID-19. Они обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, осуществляющими экономическую деятельность на территории КР до улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Подкасты на тему трудовых отношений. Какие меры необходимо предпринять? Организация ежедневного входного фильтра перед началом работы. Это предполагает измерение при входе температуры тела сотрудников бесконтактным термометром, ежедневный опрос, анкетирование сотрудников о наличии или отсутствии симптомов, обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и признаками инфекционного заболевания, создание условий для соблюдения правил личной гигиены и для обработки рук антисептиками. Это включает в себя установку санитайзеров при входе на предприятие, вывешивание инструкции о правилах мытья рук, обеспечение сотрудников средствами личной гигиены, жидкое мыло, полотенца, дезинфицирующие растворы и салфетки, антисептики, проведение ежедневной, ежесменной, влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования. При этом должно гарантироваться обеспечение не менее чем 5-дневного запаса моющих и дезинфицирующих средств индивидуальной защиты, инструктаж ответственного лица за уборку. Должна обеспечиваться дезинфекция всех бытовых и служебных помещений, оборудования, транспортных средств. При входе в помещение применение коврика, пропитанного дезраствором, введение масочного режима, предусматривающее аккуратное закрытие носа и рта маской и ее закрепление с целью уменьшения зазора между лицом и маской. Не допускать касания маски во время использования. После прикосновения к использованной маске, например, при ее снятии, необходимо вымыть руки. После того, как маска станет влажной или загрязненной, необходимо надеть чистую и сухую маску. Запрещение повторного использования одноразовых масок. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу после снятия. Обеспечение необходимых условий утилизации использованных масок, перчаток. Использованную медицинскую маску и перчатки необходимо собрать в отдельный пакет, герметично закрыть его и выбросить в мусорное ведро. Проветривание помещения, вентиляция. Обеспечение нормального воздухообмена в помещении. Обеспечение функционирования приточно-вытяжной системы вентиляции при наличии. Обеспечение проветривания помещения 4-5 раз в день по 15 минут при отсутствии системы вентиляции. Использование бактерицидных ламп для обеззараживания помещений. Соблюдение дистанции с ограничением контактов. Обеспечение и контроль за соблюдением дистанции 1,5-2 метра между сотрудниками. Составление графика приема пищи для работников в столовой. Ограничение доступа на предприятие. В организацию лиц, не связанных с его деятельностью. При отсутствии столовой запрещение приема пищи на рабочих местах. Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и обработки антисептиком. Проведение информационной работы и инструктажа для работников, включая
вывешивание плакатов о мерах профилактики коронавирусной инфекции, информирование через социальные сети и мессенджеры, вывешивание номеров телефонов горячих линий справочных служб, соблюдение требований по транспортировке сотрудников и работе транспортных служб. Транспортировка пассажиров осуществляется при строгом соблюдении требований и при наличии масок или респираторов, наличие антисептика для рук, перчаток. В случае, если водитель обнаружит у себя признаки острой респираторной вирусной инфекции, он должен оставаться в кабине своего автомобиля, позвонить по телефонам 103, 112 и сообщить о состоянии здоровья, месте нахождения автомобиля, количестве лиц, находящихся в кабине, и ждать приезда кареты скорой помощи. Обеспечение доставки к месту работы и развоз сотрудников домой в автотранспортных средствах из расчета только по количеству сидячих мест. На входе в автотранспортное средство установка санитайзеров, обеспечение ежедневной уборки и мытья автотранспортного средства и салона с помощью дезинфицирующих средств, обеспечение протирания дверных ручек, сидений и поручней дезинфицирующими средствами после каждой поездки. Имеются специальные требования касательно общественного транспорта и такси. И, естественно, постоянный контроль за безопасностью и за применением работников СИС. К сожалению, судя по статистике, случаев заражения и смертности, коронавирус – это серьезное и опасное инфекционное заболевание. В связи с чем к мерам по предупреждению надо относиться ответственно, а именно не посещать мест массовых скоплений людей, чаще мыть с мылом руки и лицо, тем более после контактов, использовать причем правильно медицинские маски и антисептики, избегать близкого контакта с людьми, имеющими симптомы заболевания, не заниматься самолечением, повышать иммунитет, в том числе ежедневно употреблять продукты, содержащие витамины, заниматься физкультурой и спортом, дыхательной гимнастикой. Работники имеют право прекратить работу в случае наличия обстоятельств, имеющих опасность для их здоровья и жизни. Трудящиеся имеют право на получение первой медицинской помощи и обслуживание в медицинских пунктах организации, право получать надлежащую информацию и проходить обучение в области безопасности и гигиены труда. Работники обязаны сотрудничать с работодателем в области безопасности и гигиены труда, соблюдать все инструкции и процедуры техники безопасности, правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты, своевременно извещать работодателя о любой опасной ситуации и так далее. Подкасты на тему трудовых отношений. Если работники почувствовали, что заболели, находясь дома, надо оставаться дома и сообщить лечащему врачу или позвонить на номера 118, 103. Если почувствовали первые симптомы коронавируса, находясь на работе, необходимо сообщить об этом своему работодателю. Необходимо заранее знать, кого в этом случае необходимо проинформировать и отправляться домой. Допустим, выявлен случай заражения вирусной инфекцией в организации, в частности COVID-19. Какими должны быть шаги работодателя? Каков алгоритм действий в данном случае? Действия работодателя при выявлении коронавируса у работника законодательно не урегулированы. Алгоритм обязательной процедуры можно составить, исходя из временных правил, о которых было сказано ранее, складывающиеся практики и особенностей этого опасного заболевания. Так, его способность передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через поверхности и предметы делает необходимой их обработку антисептиками. Главная задача работодателя – минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции в трудовом коллективе. В связи с чем в организации должен быть заранее подготовлен антикризисный план. Он должен включать в себя профилактические мероприятия и действия компании в случае, если часть сотрудников будет заражена COVID-19. Напомним симптомы этого заболевания. Высокая температура, першение в горле, затрудненное дыхание, чихание, кашель и заложенность носа, боли в мышцах и в груди, головная боль и слабость, реже возможна тошнота, рвота и диарея. При выявлении работников с такими симптомами руководству организации необходимо незамедлительно отстранить заболевшего сотрудника от работы и обеспечить его изоляцию в отдельное помещение. Необходимо провести обследование и оказать необходимую медицинскую помощь, после чего направить на лечение в медучреждение.
Провести сбор информации, с кем на работе контактировал сотрудник, заболевший коронавирусом. Обеспечить дополнительную дезинфекцию производственных и бытовых помещений, в которых он находился. Ввести на предприятии особый режим работы и питания персонала. Проинформировать трудовой коллектив о случае заражения и провести разъяснительную работу. Для всех сотрудников важно провести дополнительные инструктажи по мерам гигиены. Необходимо провести проверку и доснабдить средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами в случае их нехватки. В каждой организации, исходя из особенностей работы, производства, работа с вредными, взрывоопасными веществами, вахтовый метод работы, работа по непосредственному обслуживанию клиентов, работа с зараженными лицами и так далее, должен разрабатываться индивидуальный антикризисный план и определены конкретные, необходимые в каждом конкретном случае меры по безопасности и недопущению заражения данной инфекцией. В условиях пандемии профсоюзы могут оказать содействие работодателям по снижению риска распространения коронавирусной инфекции. Общественные инспектора профсоюзов осуществляют контроль за соблюдением трудовых прав работников в сложившейся ситуации, обеспечением санитарно-гигиенических условий и осуществлением профилактических мероприятий на предприятиях, в том числе по обработке и дезинфекции помещений, обеспечению средств индивидуальной защиты, медицинского обслуживания. Мы желаем всем скорейшего завершения пандемии и крепкого здоровья. При подготовке выпуска были использованы нормы международного и национального законодательства, материалы и рекомендации МОД, международных объединений профсоюзов и другие. Подкаст подготовлен Центром исследований социально-трудовых отношений. Текст читал Урмат Борченов. Подкасты на тему трудовых отношений.